находимся сейчас в 35-м для нас регионе. Это 49-е мероприятие, которое мы проводим. С моими коллегами через эти мероприятия достаточно большое количество экспертов прошло, достаточно большое количество проектов уже обсуждалось, что, собственно, позволяет нам определенным образом расставлять акценты и стараться для вас быть и в честь организатора площадки, дать вам возможность установить правильную коммуникацию с коллегами, но и при этом отработать как эксперты, которых можно подумать, что называется, что-то уточнить и посоветоваться, либо проконсультироваться. То, что сейчас написано на экране, это цель цифровой трансформации, которая отражена в стратегии цифровой трансформации Республики Саха-Якутия. Я обращу внимание на акцент, который в цели цифровой трансформации заложен, а именно повышение качества жизни и удовлетворенности населения. То есть не забывая о том, что каждый проект должен влиять на повышение качества жизни и, самое главное, на удовлетворенность населения республики. То есть суть той принятой стратегии, которая сейчас на проектной сессии разрабатывается, это повышение качества жизни населения и удовлетворенность граждан. Яркие примеры – это, допустим, введение электронных госуслуг. Вы знаете, что мы, допустим, вывели первые в стране электронные госуслуги по возмещению выплат по пострадавшим от паводка, допустим, да, и вот впервые с Верхоянским районом это проходило. Как это уже мы сейчас проходим, уже жизнь показывает, да, и это говорит о том, что все принятые решения правительства, они отражаются так или иначе на жизни каждого гражданина республики. Изменение, переход госуправления в цифровую плоскость, да, это повысит не только качество работы всего правительства, да, это отразится на жизни, в принципе, каждого гражданина республики. Да, и это очень важно. Сейчас республика на самом деле занимает за первое полугодие 9-е место в стране. Для нас это очень почетно, но мы не хотим расслабляться, потому что работы очень много. Допустим, вот мы одну из вопросов, да, допустим, 3 составляющих, это инфраструктура, то есть мы строим ВОЛС, да, для того, чтобы у людей даже в Арктике была возможность пользоваться услугами, дистанционное образование, медицина, интернет-торговля и прочее. Вторая последовательность идет образование, потому что люди должны повышать свои компетенции, как в информационной безопасности, так и в пользовании услугами, в том числе и чиновников. Ну и третья задача, это такая, знаете, как бы ресурсная инфраструктурная. Мы построили этот центр, да, в котором хранятся все данные. Да, мы сейчас строим различные проекты, сервисы, системы мониторинга пожаров, прочее. Это все требует усилий, знаний и энергии. И вот как мы это спроектируем, 3 дня с помощью коллег из ЗАНО цифровой экономики мы будем упаковывать, потому что в течение 3 лет мы должны очень быстро все это реализовать. Один из проектов, такой, может быть, он звучит скучно, но это объединенный платежный документ. Да, когда мы в сентябре его запускаем, то есть любой житель через сайт портала РПГУ, это наши госуслуги региональные, да, и Якутии, можно в один клик оплатить за все коммунальные услуги. Сейчас нужно ходить там отдельно, стоять в очереди в кассы энергосбыта, еще куда-то там ходить в управляющей компании, а там можно будет в один клик, видя все деньги, выплаты, это будет эталонная база, где можно в один клик оплатить за все услуги коммунальные, в том числе жилищно-коммунальные, или проект, допустим, вот мы внедрили в мае месяце мониторинг пожаров, да, то есть раньше было 8 отдельных систем, авиасохрана сидела в одном, ИДС в одном отделе сидели, пожарники в другом. Мы создали одну систему, это разработали резиденты IT-парка по заданию Минохраны природы Республики Минэкологии. Да, и, соответственно, сейчас все, начиная от руководителей штаба, да, заканчивая ИДС в районных, и пожарники, МЧС, все сидят в одной системе, спутника, следят, мониторят за пожарами, мы онлайн видим каждый очаг. Потом уже реагируем, то есть вылетает самолет, потом видит охраны и тушится пожар. То есть мы благодаря этой системе сократили время определения пожара и вылета и тушения на ранней стадии, не давать им разгораться. Ну и третий пример могу привести, это один из первых наших проектов был, это паромная переправа, то есть задача, как бы, казалось бы, на поверхности, но ее никто не выполнял. Вот силами РЦИП мы сами разработали, сделали мобильные приложения, сделали камеры видеонаблюдения на паромных переправах, подключили не только переправы в районе Якутска, но и хотим
переправа Вилюя, переправа Алдана, у нас очень много рек в республике, да, и, соответственно, это удобно. Дальше мы, конечно, хотим, чтобы, возможно, там продавались даже билеты, да? Но это тоже требует, за каждым приложением, за каждой GIS-системой стоят процессы, да? Их надо, нормативные акты, их все надо менять. Это очень звучит скучно, да? Но это очень важная работа и очень сложная. Вот именно этим мы сейчас занимаемся, и наше министерство является, ну, скажем так, цистерным интегратором в этих процессах. А на самом деле, ну что такое, допустим, Анатолий Семенов? Вот Анатолий Семенов, допустим, я есть в поликлинике, да, моя есть медицинская карта. Я, как многодетный отец, есть в базе данных Министерства труда. У меня есть там возможность подать на, допустим, на какие-то услуги на получение земельного участка как многодетного отца. Да? Но базы данных у всех разные. А на самом деле человек один. Да? Вот когда мы внедряли карту жителей Якутии, мы увидели, что по кругу люди ходят, да? На самом деле надо создавать единую базу данных цифрового профиля гражданина, в котором мы видим все сервисы и услуги, которые он получает. Это дополнительное образование, это медицинские услуги, то есть это проезд в автотранспорте в городе. Да? Это все можно оцифровать и сделать удобный один сервис для всех. То есть зачем мне нужно по кругу каждый раз брать там медицинскую карту, еще что-то. То есть это на самом деле сегодня это возможно. Но для этого нужно договориться, потому что есть нормативные акты, постановления правительства, законы, в том числе и федерального уровня. Да? И это все нужно приводить в порядок, чтобы это было законно. Сегодня на самом деле вот, тоже портал госуслуг очень удобно оплачивать штрафы, да, очень удобно получать там, паспорт заграничный, там, другие услуги. Это, я помню, была критика мощная, там, 7 лет назад, 8, сейчас мы этим пользуемся, и дальше будет идти удобнее, это будет все удобно для того, чтобы, вот для Якутии, я вот тоже вот коллегам из Москвы рассказывал, на самом деле, еще до пандемия это прям обострило, что все стали пользоваться цифровыми услугами, но до пандемии даже большие расстояния, у нас зимой холодно. Вот, да, мы даже там учились покупать билеты там, онлайн, там, да, мы заказывали такси онлайн. Почему? Потому что сама жизнь сподвигала нас к этому. Поэтому это очень удобно. И я думаю, что вот, у госуправления, в принципе, да, для правительства это нормальная история перейти в цифру. Станет все прозрачно, удобно и, ну, скажем так, эффективно. Да, и расходование средств бюджетных, и принятие решений будет на основе данных. То есть на самом деле мы к этому идем. Управление на основе данных. Вы знаете, сегодняшняя работа, вот мы вчера начали работать, сегодня будем завтра работать. Это очень важная наша миссия, вот состоит в чем? Мы внешняя команда, которая приехала посмотреть на результаты работы внутри, которые были сделаны внутри вашей системы управления. Это очень важный шаг в экспертизе вообще любого проекта. Почему? Потому что когда ты находишься внутри системы, ты не можешь увидеть ее недостатки. Ну, потому что ты варишься в этом соку, и ты понимаешь, что как вот это как бы так действует. Наша задача вот за эти 3 дня взглянуть снаружи на ситуацию, так условно говоря, так вот сверху, да, вот сказать, а смотрите, вот здесь вот это не совпадает с этим, а вот это каким-то образом не коррелируется с таким вот. Оно цифровая экономика, спасибо большой команде, пригласили в работу, у них есть большой богатый опыт работы в других регионах, у них уже есть опыт выявления вот этих вот несоответствий, разрывов. Вот Сергей Черемисин, он сказал же важную вещь. Он сказал же то, что главная цель цифровой трансформации – это качество жизни и удовлетворенность населения. Смотрите, это очень просто. У каждого из нас есть вот такая штучка. И каждый из нас, вот сейчас отойдет, кто-то по WhatsApp напишет, кто-то по Telegram, своим родным, близким, кто-то делает платежи. Мы к этому привыкли. То есть цифровая трансформация происходит, хотим мы этого или не хотим. Весь вопрос в том, чтобы использовать ресурсы республики через соответствующие органы исполнительной власти, через соответствующие институты развития, вот прекрасное здание, в котором мы находимся, IT-парк, там есть цирк, там еще у вас действительно много центров компетенции, которые позволяют развивать максимально эффективно и качественно содействовать развитию жизни людей на этой территории. И вот взгляд со стороны, взгляд изнутри системы и позиционирование со стороны жителей республики – это основная задача как раз вот цифровой трансформации региона. И это должен быть процесс, который в любом случае должен привести к позитивным ожиданиям от будущего региона, позитивный образ жизни. И вот мы как раз, вот я как главный методолог этого мероприятия, буду давать инструменты, каким образом можно, используя текущие проекты, у вас вопрос был про проекты, а их 87 проектов, там, как сказал
один из спикеров, использовать именно, встраивать вот в эту главную цель – повышение качества жизни и удовлетворенности населения теми цифровыми сервисами, которые должны быть. И вот главная задача цифровой трансформации только в одном – сокращение затрат на транзакции и коммуникацию. То есть, если раньше это было бы, например, полгода, сейчас это занимает 1 неделю. Президент сказал, через неделю все получили. И точно так же должно работать и внутри правительства. То есть какая-то идея по повышению качества городской среды, есть какая-то идея там, по улучшению качества жизни, либо по запуску паромов. Об этом все должны узнавать через 24 часа. И каждый житель должен четко знать правила и условия предоставления этой услуги. Количество. Вы можете их увидеть, просто раскрыв свой телефон и зайти вот различные активный гражданин, госуслуги, там большое количество сервисов, которые на сегодняшний день существуют. Весь вопрос, чтобы они были понятны и стали доступны каждому жителю. Прям каждый понимал, с утра вместо газеты открыл и увидел, что ему положено, в чем он может участвовать и что он может сделать. А как вы оцениваете вообще, есть позитив с точки зрения вот то, что вы увидели у якутских партнеров? Конечно, смотрите, во-первых, сама идея штаба цифровой трансформации, это прям гиперважно. Это вот вообще просто, отличная идея, и это нужно просто сейчас воплотить. И довольны ли тем, что участвуют именно все? Я счастлив.